Фермеры по всей стране уже начали работу. Одним из таких фермеров является Бактыбек. Ему 60 лет. С 2005 года начал заниматься фермерством. Первое время он сажал помидоры, болгарский перец, картофель и другие овощи и даже фрукты. Сейчас он сажает капусту. Он жалуется на то, что элементарно на посадку не хватает денег. Они берут деньги в кредит, так как все дорожает, начиная элементарно с продуктов питания. Мы собираемся сажать 4 сорта капусты – басай, цветной, брокколи и белокочанную. Неплохо, не жалуемся, используем российские семена и сажаем здесь, в Кыргызстане. Нам обещают кредиты с 5% годовых. Это просто слова, на деле никакой помощи нет. Чтобы найти деньги, мы в банках берем кредиты по 29%. Фермеры, трактористы жалуются на подорожание горюче-смазочного материала, так как расходы в основном идут на дизельное топливо, а также запчасти очень дорогие. Я с 1978 года за рулем, машинист-тракторист первого класса. Вот в лизинг я трактор взял 3 года тому назад. В данное время обслуживаю население пахотой, малой, приготавливаю землю. Мне платят 5000 за гектар за обслуживание. Я пропашиваю, промалую, бороздку нарежу, готово сделаю 5000. У меня расходы бешеные идут. Для фермеров вопрос, касающийся весенне-полевых работ, стоит актуальным круглый год. Так как весной уборка, осень подготовка, зимой ищут то, что не хватает, готовиться к весне. По словам эксперта Эсенгула Исакова, все эти проблемы решаются не только бюджетом, нужны и инвестиции. Другие методы объединения, кооперации, кластерные объединения, чтобы можно было продать продукцию не просто сырьем, но и готовую продукцию через перерабатывающие промышленности и кластерные объединения. Земля, она теряет гумусное состояние, то есть она требует больше удобрений, поэтому надо помогать в удобрении, надо помогать в посевах, потом его уборке и так далее. Круглый год надо чем-то помогать, их объединять, потом выращенную продукцию выгодно, чтобы продал фермер, государство в этом плане тоже видится. Министерство сельского хозяйства должно работать. На территории Кыргызской республики планируются посевные работы на 648 тысяч гектаров земель. В целях обеспечения продовольственной безопасности планируется посеять более 255 тысяч гектаров земель зерновых культур. Также планируется увеличение посевных площадей всех видов растений, в том числе объем посевных работ картофеля и свеклы. В сегодняшний день идет активная работа по проведению весенних полевых работ. И согласно графику, утвержденных на местах штабов, которые они обязуются дать разные направления помощи, в обеспечении льготных кредитов, обеспечении горюче-смазочных материалов, а также минеральных удобрений. По сообщению замминистра сельского водного хозяйства и развития регионов Джаныбека Керималиева, общая посевная площадь в 2021 году составляет 1 230 000 гектаров. Больше половины в структуре посевных площадей приходится на зерновые колосовые культуры, до 30% на кормовые. Айджан Аманова, Нурбулсун Тургуналиев, Нью ТВ.